Коми наградили победителей республиканского конкурса «Наставник года». В этом году героев двое. Это Григорий Лукьянченков из Вуктыла и сыктывкарец Анатолий Чиканчи. Оба они напрямую связаны со спортом. Лучшего наставника, ветерана спорта Анатолия Чиканчи мы застали за работой. Несмотря на свой плотный график, он все еще тренирует. Передает опыт не только молодым тренерам, но и самым маленьким спортсменам своей школы. Те люди, которые находятся сейчас рядом со мной, это те люди, которые пошли по моим стопам и, в принципе, передают эту информацию от меня к себе, к своим воспитанникам и так дальше. И мы надеемся, что вот эти маленькие детки, они тоже в дальнейшем будут заниматься физической культурой и спортом. Неважно, это будет тэквондо или футбол или художественная гимнастика. Главное, чтобы они были за здоровый образ жизни. Заслуженный тренер России признается, что и у него были хорошие наставники. Без них не было бы ни моих учеников, ни меня как спортсмена, делится Анатолий Васильевич. Конечно, мне повезло. То есть я и в армии встретил очень хорошего человека, и в том городе, в котором я воспитывался, в городе Вуктыл, у меня тоже был очень хороший такой преподаватель, и в армии даже несколько человек. Это те люди, которые прям заложили интерес к спорту, к здоровому образу жизни. То есть это те люди, которые сейчас живы, и с них хочется брать пример. Пример берут и со второго победителя конкурса Григория Лукьянченко. Он стал лучшим наставником в области образования, здравоохранения, социальной сфере, культуре и спорте. Сейчас Григорий Анатольевич работает директором Центра спортивных мероприятий клубно-спортивного комплекса в Уктыле и ведет активную волонтерскую работу. Если ты понимаешь, что ты достиг каких-то высот, и ты претендуешь на условно, какое-то звание чего-то высшей категории, вот это является, собственно говоря, и Республика Коми, правительство, и Министерство труда наше в республике. И проводит этот конкурс, чтобы сегодня этих людей выявить. И когда люди заявляются, мы видим разных людей, абсолютно разную степень подготовки, разную степень, так сказать, компетентности этих людей. Да, нам понятно, что кто чего стоит. Конкурс «Наставник года» проводится в республике в третий раз. Он призван помочь молодым специалистам перенять опыт именитых коллег и овладеть лучшими практиками активных наставников.